Ассаламу алейкум, шалом алейхим. Витаю вас, друзья. Так, мы в эфире или нет? Мы в эфире или нет? Подождем немножко. Вроде показывает, что в эфире. А потом нет приветствия на видео. Ну, давай. Я в тебя верю. Вот. Ассаламу алейкум, шалом алейхим. Витаю вас, друзья. Сегодня 7 октября 2024 года. 16 часов 2 минуты по Берлину. 17 часов 2 минуты по городу Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality канал и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Напоминаю вам, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не ставьте лайков, не пишите комментарии. Все остальные в усиленном режиме работаем, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Чеченцы и евреи. Союз народов и духа ради будущего». И сегодня, как мы знаем, сегодня 7 октября, ровно год с момента акта геноцида еврейского населения со стороны террористов Хамас. Выражаю соболезнования, еще раз выражаю, и с этой трагической датой всем родственникам погибших скорейшего выздоровления, если еще не выздоровели, особенно те, кто пострадал, и скорейшего освобождения оставшихся заложников, которые до сих пор удерживаются арабскими палестинскими террористами. Шалом всем здравомыслящим людям, салам, Аслан, салам алейкум, уважаемый. Шалом, Игорь, Израиля, витаю вас. Тода раба, всех вас приветствую. Сегодня я хочу, как я вам вчера на чеченском стриме обещал, хочу поговорить о евреи-чеченских, чеченско-еврейских взаимоотношениях, почему они такие, в чем причина, ну и все, что связано с этой темой, потому что это очень важная тема, и она обходится нами стороной в силу разных обстоятельств, в том числе и из-за религиозных моментов, которые, на мой взгляд, являются лишь прикрытием для разобщения и провокаций между двумя народами, которые друг другу, ну, если не сделали ничего хорошего, то точно ничего плохого друг другу не делали. И, может быть, хорошего мало мы друг другу сделали, но плохого точно мы ничего не сделали. Поэтому об этом и многом другом давайте поговорим. Но перед тем, как начать, я хотел бы, как обычно, сообщить о потерях русских оккупантов на территории Украины от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1160 террористов. Итого их цифра достигла приблизительно убитыми и ранеными 661 630 боевиков. 14 танков за прошедшие сутки уничтожено. Итого их цифра достигла 8933. Боевых бронированных машин уничтожено 31. Итого их цифра достигла 17 710. 64 артиллерийские системы уничтожены. 19 156 итого. 7 РСЗО, 1223 за время широкомасштабного вторжения, как мы понимаем. 2 антиаэркрафта, 972 за время с февраля 2022 года. Самолеты и вертолеты не сбиваются, вероятно, не летают, поэтому и не сбиваются. Ну, соответственно, 368 и 328 самолетов. 368 и 328 за прошедшие сутки по нулям. 65 БПЛА, 16 643 за время широкомасштабного вторжения.
2 крылатые ракеты, 2615, соответственно, 28 кораблей-катеров, одна подводная лодка, 96 автомобильной техники и цистерн за сутки, 26 102 с начала широкомасштабного вторжения. Одна спецтехника, итого 3364 техники. Слава Украине, слава ЗСУ, Збройным силам Украины, Вооруженным силам Украины. Честь и хвала вам, воины, защищающие свою родину, свою страну и свою свободу. И вместе с собой вы защищаете всех нас. Спасибо вам. Так, здравствуйте, Аслан, USA Republican, здравствуйте, свободу Ичкерии, Эмин, Эмин, Эмин. Так, сейчас я тут наведу кое-чего. Цахал сила, Израиль мощь, Натаньяху чемпион, говорит USA Republican. Генри Де Ниро, Генри Де Ниро, я думал, вы чеченец. А раз вы написали «Аминь» с мягким знаком, я полагаю, вы или христианин, или иудей. Ну, будем знать. Ну, почему-то я думал, что вы чеченец. Ну, Де Ниро, это вот, мог бы, наверное, из-за этого у меня такая ассоциация возникла. Так. Как мы знаем, давайте к нашей сразу основной теме перейдем, потом сынок чего? Меня зидель. Я тебя спутал. Видишь, значит, я угадал, хонох чего. А почему ты аминь написал, а не аминь без мягкого знака? Но это не важно. Это могла быть и опечатка, ну и, в принципе, не имеет значения, как произносятся слова. Главное, что смысл ты вкладывал. Я понимаю, какой смысл ты в это вкладывал. Так. Давайте, друзья, поговорим о трагическом событии сперва, которое произошло в Израиле 7 октября 2023 года. Как мы знаем, Россия терпит колоссальное поражение на территории Украины. И в связи с этим ей срочно нужно было отвлечь внимание от театра военных действий на территории Украины куда-нибудь в другое место. Мы знаем, что Советский Союз, коммунистический, сатанистский Советский Союз, который уничтожал все религии, всех проповедников этих религий, очень сильно дружили с арабским миром, с мусульманским миром, можно назвать частью мусульманского мира, особенно это касается арабского мира. Вне зависимости, шииты или сунниты, чаще, конечно, это были шииты, алавиты, люди, которые проживают в Сирии, страны, ну и разные другие страны были. Были суннитские государства, тоже очень близкие, это Ирак, другие разные страны. Ну, и еще с момента образования террористического вот этого образования СССР, их план был: мы весь новый мир построим, там разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, там и так далее, и так далее. И те же нарративы мы слышали не только от рядовых каких-то российских деятелей, но и от президента, так называемого президента Путина, где он тоже говорил, что границы России нигде не заканчиваются, что развал Советского Союза — это
огромная катастрофа века там, и так далее, и так далее. И мы знаем, что еще в советское время террористические организации, те же палестинские террористы, которые хоть и исповедовали ислам, но придерживались такого большевистского направления, еще когда это было выгодно и востребовано Советским Союзом. Мы знаем, разные там Красный Октябрь был, там разные другие деятели были, террористы, которыми управляла КГБ. И план был такой: разжечь мировой пожар революции во всем мире, и затем на разрушенном мире, на остатках этого разрушенного мира создать новый русский мир, который сейчас называется русским миром. Раньше он назывался там советским, коммунистическим, большевистским миром, там, ну, разным всяким. Вождем мировой революции считался Владимир Ульянов, Владимир Ленин. И многие десятилетия Советский Союз, террористическая организация КГБ СССР, имела свои контакты в арабском мире, в иранском мире, скажем так, персидском мире. Ну и так далее, и так далее. На Ближнем Востоке, ну, куда только они не добирались. И до Африки добирались, и до Соединенных Штатов Америки добирались. Там была очень мощная коммунистическая партия. Про Латинскую Америку, само собой, тоже мы знаем, что Китай, Северная Корея, много других бедолаг, которые поверили вот этой больной шизофренической, просто нечеловеческой идеологии, поверили и как бы последовали этому пути. Мир поделился на два лагеря. Западный мир, который сплотился вокруг Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и советский мир, коммунистический мир, сатанистский мир, как его правильно называл Джохар Дудаев. Абсолютно верное было это обозначение и в религиозном плане, и в духовном, и в материальном плане. Это очень точно характеризует нынешнюю советскую или продолжательницу это советских традиций, нынешнюю Россию. Вот этот сатанистский мир. Почему я так долго рассказываю? Я хочу объяснить, что было все готово для того, чтобы начать мировой пожар революции. Нужно было просто захотеть, дать команду. И вот эти все арабские миньоны, другие неарабские миньоны, которые десятилетиями взращивались на вот этой ненависти к Западу, ненависти к Америке, к Израилю. Вот эти террористические организации, разные группировки военизированные, они, вроде бы были мощными, вроде бы все было как положено. Арабский мир и весь мусульманский мир как бы был настроен против Америки, против Запада. Велась большая пропаганда в этом смысле. Но за последние 30 лет, видимо, что-то пошло не так. И вот эта пропаганда, оказывается, как мы стали свидетелями, действовала не настолько качественно, как хотели ее авторы. И когда Россия потерпела, уже было понятно, они об этом прямо говорят, уже через полгода после начала широкомасштабного вторжения в Украину они поняли, что они победить не могут, они прямо говорят, никакими мясными штурмами победить не могут. И было принято решение отвлечь внимание от Украины, подняв всех вот этих своих террористов, сочувствующих, оболваненных, там, 3-10. И вот произошло 7 октября. Произошло оно через почти 2 года, можно сказать, 1,5 года после широкомасштабного вторжения. Видимо, через полгода, когда они поняли, год они к этому готовились, может быть, еще раньше. И вот запустили этот механизм для того, чтобы весь мусульманский мир поднялся, набросился на Израиль, начал везде проводить террористические акты, везде, чтобы были очаги сопротивления.
И таким вот образом Россия, на мой взгляд, пыталась отвлечь внимание от Украины, Запада, внимание в первую очередь Соединенных Штатов и Великобритании от Украины для того, чтобы пока весь мир будет утопать в распрях, в войнах, в террористических там, нападениях и так далее, Россия сможет закончить начатую свою войну в Украине, ну или хотя бы переломить эту ситуацию. И мне кажется, это был такой последний козырь. К этому они готовились уже за полгода, может быть, или даже за год, потому что первыми такими поджигателями, фитилями, детонаторами вот этого всемирного исламского революционного взрыва должны были стать, в том числе, я так полагаю, чеченцы. Поэтому, ну, как обычно, русские нас везде используют, не жалко. Ну, и как бы уже определенный такой уже сформирован образ, как бы очень удобно. Поэтому, ну, сейчас мы, конечно, боремся с этим, и уже у нас есть успехи в этом направлении, но русские так не считали на тот момент. И я у себя в стримах об этом предупреждал, говорил об этом, что готовится провокация, их разные блогеры, их разные там говорящие головы начали говорить о том, что вот сейчас к джихаду готовимся, сейчас нужно подняться, сейчас мы что-то сделаем. Я об этом предупреждал, понимая, что что-то готовится, но у меня не было, если честно, в голове даже, что на такого масштаба они поднимутся. Я думал, теракты в Европе будут, какие-то там другие нападения, может быть, на какие-нибудь посольства нападения в разных там частях света. Ну, чтобы вот так откровенно со страной, ну, можно сказать, уже десятилетиями, уже не воюющие, Израиль накачивал деньгами сектор Газа, палестинцев пытались задобрить, скажем так. Велась целая программа, там Лига арабских государств, там ООН, ну, все были замешаны, конечно же, Россия, все пытались, Америка, Англия, все пытались как бы договориться, чтобы было все нормально. Даже с Россией налаживались очень сильно контакты, Израилем очень сильно налаживались. Даже на территории Израиля была создана база пропагандистская для сбора информации, в том числе под видом мечети. Назвали ее предателем, именем самого главного предателя всех времен и народов, Кадыровым. Им мечеть это назвали. Ну, короче говоря, пытались по-всякому, но этот последний козырь, все-таки он уже должен был быть задействован, на мой взгляд, русскими, и другого выбора у них не оставалось. И на день рождения Владимира Путина, то есть ровно год назад, сегодня очередной у него день рождения, террористы ворвались на территорию Израиля и убивали всех подряд просто, всех. Безоружных, оружных, женщин, детей, животных, все, что двигалось, все уничтожалось. Просто был акт такой геноцида. Назвали эту операцию «Наводнение Алякса». Хамасовские террористы были бы не хамасовскими террористами, если бы они не лицемерили бы, не лгали бы, очередной раз не прикрывались бы исламом. Алякса находится в совсем другом месте. Наводнение она не нуждалась, эта мечеть. Но для того, чтобы привлечь внимание, сочувствие, поддержку всех мусульман во всем мире, вот по этим своим лекалам была использована эта провокация и был совершен вот этот ужасный террористический акт. 1200 людей было убито, женщин, детей, там такие ужасы рассказывают, что просто дыбом встают волосы. И после этого более 200 человек было захвачено в заложники и уведено с собой на территорию сектора Газа. И мы знаем, что началось после этого. Начались
боевые действия. И вот эти события до сегодняшнего дня развиваются, и я полагаю, что еще будет эскалация этому происходить. Я полагаю, что может быть очень большая такая мощная заварушка на Ближнем Востоке. Вот мне тут Божественно пишет: 1400 убитых и 249 заложников. Спасибо. Спасибо за эту информацию. Я просто опираюсь на информацию, которую сообщали американские средства массовой информации. Да, была и 1400, и потом она была подкорректирована, я помню, на 1200 осталось. Но не будем сейчас спорить. Ну, огромное количество убитых людей в любом случае. Огромное количество, что 1200, что 1400, причем это было сделано вероломно, из-под тишка. Самое, что меня возмутило, кроме вот самого вот этого акта геноцида, и что было ожидаемо, в принципе, что начали усиленно среди чеченцев распространять информацию, начали призывать чеченцев подняться на джихад, третье, десятое. Достаточно, наверное, было там одного, пятерых, десятерых чеченцев для того, чтобы их потом представить и потом уже от этого плясать. Но к большому удовлетворению не получилось набрать ни пятерых, ни одного чеченца, слава Богу. И благодаря большой информационной работе, которая велась и тут на Западе, и оперативному вмешательству журналистов, информационной вот этой всей среды, удалось сбить эту пропаганду, ну и не получилось вот того плана, тот план, который пытались реализовать русские и их марионетки, им он не удался в полной мере. Хотя, конечно же, началась война, но и которая ничего хорошего простому народу, арабскому народу сектора Газа не принес, как мы знаем. Израиль очень жестко ответил, и сейчас, фактически мы ничего не слышим. Не слышим ни про бомбардировки, мы, слава богу, не слышим, но и не слышим ничего про Хамас. Про Хамас, про деятелей. Были бои, были погибшие израильтяне, военные, но большие колоссальные потери понес сам Хамас, который не прятал мирное население в подвалах, в бункерах или там в своих метро, которое было очень хорошего качества, как прям московский метрополитен выкопано, а сами прятались и наоборот прикрывались гражданским населением. И были неоднократные видео, где сами арабы сектора Газа проклинают Хамас. И вот эти кадыровцы ЧВК Хамас, российско-иранская ЧВК Хамас, они ничего хорошего принести не могли этому народу. К большому сожалению, вот такая вот выстроена система и в секторе Газа, и вообще вокруг Израиля, что эти люди фактически сами являются инструментами и заложниками одновременно. И инструментами, и заложниками. К большому сожалению. И вот эти события, которые начали развиваться, начали меня больше... Я как бы пытался искать помощи у Америки, у Израиля, у Германии, у всех, кто может нам помочь, признать нашу страну, там, помочь чеченцам. В итоге получилось, что мне требовалось помогать в информационном смысле, заступаться за Израиль, потому что... А я практически ничего не знал, оказывается. Потому что начал изучать вопрос, начал интересоваться, читать, смотреть, спрашивать. И картина вырисовалась, абсолютно не та, которая нам... Я понимал, что она, конечно, далеко не та. Но что она настолько далеко не та, я даже не предполагал. И вот об этом и многом другом я сегодня хотел бы поговорить. Я хотел бы поговорить о том, что нигде в исламе не сказано, что евреи и христиане являются нам врагами.
вообще ни одна религия, ни одна национальность не выделяется и не представляется исламом милосердной, человечной религией, которую искажают разные там деятели в свою угоду, ради власти, ради там каких-нибудь там политических иных выгод. Ничего этого нет. Никакой ненависти нет, ничего в этом близком нет. Все три религии, которые указаны, именно эти три религии, ничего против других религий не имею, но именно, как сказано в этом в Коране, как сказано об этом в Коране, это религии являются единобожников, авраамические религии, это считается, как бы, даже, я неоднократно это говорил, в исламе, ну, по-разному некоторые трактуют, конечно, но в исламе считается, что жениться на христианке и на иудейке, не выводя и не заставляя ее, не вынуждая ее выходить из своей религии, это разрешено, как я это слышал. Ну, по-разному, разные там радикалы могут по-другому трактовать. Это не значит, что там это хорошо или плохо. Я это констатирую. Это говорит о том, что эти религии и представители этих религий исламом, Кораном не называются врагами, чужими, там еще какими-то. Именно в этом контексте я хочу подчеркнуть этот момент. Все пророки, все посланники от Моисея, Иисуса и там многих-многих других, Авраама, все они признаются исламом. Но почему-то нам, мусульманам, нам, чеченцам, навязывается колоссальная просто пропаганда о том, что ну, самые главные враги представляются евреи, и ты начинаешь понимать, что иудеи, что ну, искажается просто, прикрываясь исламом, совершается самый большой грех в исламе – это искажение религии. То есть эта земля якобы не принадлежит евреям, что евреи там никогда не жили, их там приняли там арабы Палестины и так далее. Хотя в Коране прямо указывается, что это сыны Израиля, что это люди из Израиля, что это их земля, что они там жили. Потом забывается, что евреи изгонялись, преследовались на протяжении веков. Все это происходило с евреями. И ну, представляют вот такие вот, ну, искажается не просто историческая действительность, она еще искажается еще и религиозная действительность, что в религии, как бы в исламе, это категорически запрещено, считается ну, таким тягчайшим грехом. Нет, абсолютно никого это не смущает, абсолютно спокойно искажают религию. С еврейской стороны тоже появляются люди, которые видят, что с той стороны говорят Аллаху Акбар, то те молятся Аллаху, говорят Аллах, хотя слово похожее, обозначение Бога во всех религиях. Арабские и еврейские народы – это семитские народы, это родственные народы, соседние народы. Вот это все отметаются аргументы, отметаются факты, историческая действительность. А вот наглая, беспардонная провокация, ложь, перемешанная с сурами из Корана, и это все, конечно же, накладывает отпечаток и на евреев. Я также считаю, что в еврейском обществе есть люди, которые делают это неумышленно, а есть, которые делают и умышленно, зная, что ислам не является врагом иудеев и христиан, но все равно нам пытаются представить, что такие люди есть. И почему я так считаю? Недавно мне пришла эта мысль, потому что смотрел Латынину и Шевченко, и Латынина выступает как бы заступницей евреев, израильтян, а Шевченко, известный такой, в роли известного махрового такого антисемита, такого интеллектуального антисемита, а по факту они оба выступают против Израиля. Потому что они не говорят об арабах, они не говорят о том, что это никакой не религиозный спор.
То, что это не религиозный спор, еще доказывает один простой факт. Религиозный спор между мусульманами является между шиитами и суннитами. Это вообще никем даже не обсуждается и не оспаривается, потому что это факт. Потому что шииты считают, что вот так должно быть, там, что даже и пророк, посланник, что он не настоящий, а Али должен быть пророк. И сунниты считают, что Али всего лишь племянник Исы, Мухаммада, и не является посланником, а посланником является Мухаммад. Ну, самый настоящий религиозный спор. И на основе вот этого религиозного спора, он не просто какой-нибудь теоретический, это самый настоящий практический такой спор, кроваво-практический, потому что на основании вот этих спорных моментов шииты и сунниты столетиями друг с другом враждовали, убивали в огромном количестве друг друга. Это все было. Сейчас же вот представители суннизма и представители шиизма объединяются в один единый такой отряд для того, чтобы противостоять Америке, Израилю и всем демократическим ценностям, которые есть. Кстати говоря, это очень важный момент, который стоит отметить. Израиль является единственной демократической страной, на Ближнем Востоке, которая, кстати говоря, тоже важно отметить, это очень хороший такой показатель, который недавно, несколько лет назад, уголовно преследовала своего премьер-министра там, за какие-то там деяния. Что мы, как мы понимаем, в арабском мире, на Ближнем Востоке, практически нигде, если не сказать вообще нигде, это невозможно. Что тоже как бы свидетельствует в пользу того, что тирания борется против демократии, против свободных людей. Самая большая проблема, которая противостоит вот в этом вопросе, в том, что евреям отказано в праве на свое государство. Именно так же, как чеченцам русские отказывают. Тот же арабский или иранский национализм, там какие-нибудь свои там имперские замашки, что арабский мир, что Персия, мы знаем, что это империи в прошлом, которые имеют какие-то фантомные боли, хотели бы вернуть, как сейчас Россия пытается восстановить свою империю. Вот точно так же вот эти империи не дают возможности Израилю развиваться, просто существовать, просто им отказано в праве на свое государство. То есть вы, то же самое, что говорят русские. Вы не имеете права на свое государство, вы не доросли, дикари, там, что угодно. Нельзя вам иметь свое право. Вот что объясняют нам русские. То же самое касается в этом вопросе касается русских. Некоторые касается вопроса Израиля. Некоторые там сравнивают, что сектор Газа является это как бы чеченцы, Ичкерия, что Израиль выступает в роли России, которая не дает там сектору Газу жить и так далее, и так далее. Но это не то, что некорректно, это абсолютно ложное утверждение, абсолютно ложное. Потому что дело в том, что с первых дней Израиль не отказывал сектору Газа, арабам Палестины создать свое государство. Это произошло ровно наоборот. И арабские государства напали на Израиль, и так началась первая война между Израилем и соседями, которая произошла. И правильнее будет представить Израиль и Ичкерию как воюющие против империи. Тогда все очень четко сходится. С единственной поправкой то, что у Израиля есть мощные союзники, и Израиль имеет мускулы, которые на сегодняшний день чеченский народ, чеченское государство пока лишено этого всего. Но у нас есть и мускулы, и дух, и именно так, поэтому я назвал сегодняшний наш стрим «Союз народов и духа ради будущего». Я могу об этом говорить, друзья, но
могу перескакивать с мысли на мысль, поэтому давайте я лучше буду читать ваши комментарии и в силу вот этих вещей, в силу ваших вопросов, в силу контекста буду отвечать на ваши, на ваши вопросы. Так, давайте. Так, валейк салам, Аллаш. Уже год Израиль борется с палестинскими террористами, с территории выдавили, не считается. Так, ну вот здесь Юра меня обзывает собой, называет, и очень беспокоится о чеченцах. Мне очень нравится, когда люди с российскими никами, я понимаю, что очень много троллей, но очень часто люди просто оставляют свои вот эти русские ники и заходят и нам говорят, вот, как ты можешь быть там за Израиль, там, как ты можешь быть там, не поддерживать террористов Хамас и так далее, и так далее. И у меня возникает, ну, такое очень странное, особенно когда меня бесстыжим, там еще оскорбления тут идут. Если называет человек Юра, с ником Юра, у меня возникает, ну, ну как так можно вообще обращаться к человеку, когда вы совершили убийство треть нашего народа, понимаете? Если бы у арабских террористов получилось бы убить треть, они бы тоже убили бы треть. Но получилось у них убить не треть. У русских получилось убить треть. Вот. И вы имеете наглость заходить ко мне на канал и меня в чем-то упрекать, и мне объяснять, за кого мне быть, как мне в этом разобраться. И, кстати говоря, я обратил внимание, вся ГРУшно-ФСБшная агентура в блогеры просто завизжали. Все сейчас поддерживают Хизбаллу, все поддерживают сейчас Иран. Оказывается, Израиль слаб, он ничего не может. Ну и видно, что сейчас новые методички у них поступили, что нужно представить, что Израиль очень слаб, без Америки он ничего не может. И вот если бы сейчас, если бы там еще чуть-чуть, сейчас хизбаллаевцы или хизболлоевцы, как их там, они поднимутся, они там смертники, они ничего не боятся там и так далее. Приблизительно, наверное, как и россияне, они такие же смертники и ничего не боятся. Но посмотрим, да. Ну, интересно вот наблюдать, когда вот эти люди вот так реагируют на... Это для них самый большой кошмар. Самый большой кошмар. Потому что вся система, которая выстраивалась десятилетиями еще Советским Союзом, она рушится вот нашими словами, просто так легко, находя изъяны в их пропаганде, находя правду, истину в этом деле. И мы можем разрушить эту пропаганду, которую русские нам навязывали десятилетиями. И евреям навязывали, и всем нам навязывали, которые якобы должны были быть против евреев. Так не будет. На мой взгляд, я сделаю все возможное, чтобы так не было. И меня, кстати говоря, тоже важно сказать, я неоднократно говорил, мне говорят, вот он там еврей, поэтому он заступается за евреев там и так далее. Я был бы очень горд и рад быть евреем, потому что это очень сильная нация, которая сама себя выковала фактически вот за последние десятилетия. И я хотел бы, чтобы мы, чеченцы, набрались много чего. У нас есть чему поучиться, конечно же, но и я думаю, нам, чеченцам, очень много чему есть поучиться у евреев. И они это говорят для того, чтобы мои слова принизить. Они не могут возразить на аргументы, которые я привожу. Они должны сам источник информации дискредитировать. А дискредитировать его можно в этом случае, если сказать, что он еврей. Ну, конечно же, еврей будет заступаться за евреев. Ну, спешу расстроить их всех.
Я являюсь чеченцем, моя мама чеченка, у меня в роду никого никогда, кроме чеченцев, не было. Поэтому я это говорю не потому, что мне евреи заплатили, никто мне не платит. Если бы мне платил бы кто-то, никогда в жизни я бы себя не уважал бы, и никогда бы я бы этого не делал бы за деньги. Потому что я разобрался и понял, что евреи на самом деле на стороне добра, на стороне света, и они отстаивают право на свое существование. Точно так же, как это делаем мы. Именно поэтому, не потому, что у меня там несколько друзей евреев объявилось, ну, последние вот моей деятельности появились эти друзья, а именно потому, что я считаю, что они правы. Я мог эту тему игнорировать и так далее, но я не буду этого делать, потому что я считаю, что это очень важно объяснить чеченцам, как я это увидел, помочь евреям в это трудное время для них. Ну и же, конечно же, разрушить всю ту пропаганду и ложь, которую Россия, КГБ десятилетиями распространяла. Давайте об этом и многом другом поговорим. Елена Могер. Спасибо, Аслан, что вспомнил трагедию и понимаешь, что есть и что есть и как. Благодарю, израильтянка из Грозного. Тода раба, Елена, тода раба. Салам, брат, у меня к тебе просьба, не уходи больше в эфир. Ну, привет, привет. Не могу тебе никак помочь в твоей просьбе. Я думаю, ты и террористическое учреждение КГБ СССР очень хотело бы, чтобы я не уходил в эфир. Но, к сожалению, вы не мои герои, Леон. Надо поддерживать Израиль, Украину, США и Ичкерию. Абсолютно согласен, репабликан. Это то, что русские говорят, русские про Дагестан. Так. Ичкерию надо было поддерживать еще когда Ельцин напал. А сейчас уже сколько людей погибло. Американцы слабаки. Я их не считаю гарантом демократии в мире, говорит Василиос. Андреадис. Ну, я не считаю, что американцы слабаки. Я согласен с тем, что нам не помогли и следовало бы нам помочь, и много чего бы мы смогли бы избежать. Возможно, бы мы смогли бы демократизировать Россию, что не может сделать до сих пор весь мир. Нам бы это удалось, если бы нам хотя бы 10-ю часть помощи оказали, что сейчас оказывают Украине. Но я считаю, что американцы не слабаки, им это невыгодно, скажем так. Каждая страна преследует свои национальные интересы. И я согласен в части, где вы говорите, что что вы не считаете Америку гарантом демократии. Я согласен с тем, что вот в этом конкретном случае Соединенные Штаты Америки были гарантом и не выполнили своих обязательств, которые они на себя взяли. Мы их не заставляли брать на себя, мы их не заставляли становиться такой богатой, сильной, передовой во всех смыслах, в том числе и по защите прав человека. Но вот Америка взяла на себя и сказала, что ну потерпите, чеченцы, давайте еще вас поубивают немножко. Не только Америка, весь мир так сказал. Но Америка была одной из первых, кто так, ну, главных, которая могла повлиять. Это не отменяет нашей вины. Я это тоже не хочу оправдывать, как бы делать чеченцев абсолютно правыми. Я критикую наших бывших президентов, ну, в частности, Аслана Масхадова, который отвернулся от протянутой руки от Европы, от Запада, от Америки. Может быть, она была недостаточно привлекательна, как ее протягивали русские, но что было, то было, как говорится. Поэтому вина есть, и надо сейчас выходить из сложившейся ситуации, потому что сейчас чеченцев используют для того, чтобы они воевали и против Украины, и против сейчас, я вижу эту накрутку против Израиля, будут против, ну, поддержку Ирана, поддержку там разных Хизбаллы там, и Хамасов, там, ну, вот этих всех мерзавцев и террористов нас призывают. Но я, конечно, буду продолжать
продолжать вести свою деятельность. Нас слышат, к большому счастью, нам удается. И 7 октября в прошлом году мы внесли свою лепту, чтобы чеченцы не поддавались на эти провокации. И каждый раз я в своих стримах говорю и буду говорить чеченцам: сейчас нам никуда ни в коем случае лезть не надо. Мы постгеноцидный народ. Нас используют, нас хотят использовать, поэтому нам нужно сохраниться, нам нужно выжить, нам нужно стать сильнее. Для этого нужно нам выжить. Поэтому никуда не лезьте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это очень важно. Это займет, может быть, несколько лет, год, два, три, четыре. Все изменится. А те, кто хочет помогать развивать свое государство, свое гражданское общество, здесь в Европе в частности, поддерживайте наш президиум правительства, его курс поддерживайте, ну и поддерживайте Соединенные Штаты и Израиль. Ну, на ваше усмотрение, чтобы сильно на меня особо не злились, а то некоторая информация, когда она впервые подается, а ее очень трудно бывает воспринять. Особенно если работает враг, который искажает каждое слово, пытается исказить, когда он вырезает куски и распространяет, что я враг там мусульман, там третье, десятое, что абсолютно не соответствует действительности. Если я был бы врагом мусульман, врагом чеченского народа, я бы здесь не сидел бы, как все, кто вам вот это все рассказывает, которых вы не видели. Последние 10 лет вы их не видели, последние 5 лет вы их не видели. И сейчас только-только они появляются, и все начинают бить себя в грудь, какие они защитники чеченцев, мусульман и так далее. Хотя служат что российским спецслужбам, что другим разным там спецслужбам и лично на свой карман. Поэтому здесь мы говорим только правду, делаем абсолютно независимый, делаем все по совести, чисто как велит нам наша совесть и позволяют наши умственные, интеллектуальные способности. Спасибо большое, Аслан, свободу Ичкерия. Спасибо, спасибо. Черкесия, ассаламу алейкум, брат чеченец, только вместе мы сможем освободить нашу территорию. Ва алейкум ассалам, Черкесия. Нам нужно всем прилагать усилия, я вот что могу сказать. Я могу сказать, что нам всем нужно прилагать. И нужно быть вместе, полностью разделяю. Ва алейкум салам. Так. Как ты относишься к Конфедерации Кавказских народов? Черкесия. Конфедерация Кавказских народов или горских народов. Она была, это симулятор ФСБ, КГБ, который Руслан Кутаев, там разные, тут есть представители России, который изображает из себя большого ичкерийца. И почему Конфедерация Кавказских народов, а почему не Конфедерация Кавказских государств? Вот это, ну, короче говоря, я отношусь отрицательно вот всему, что зачем торчат длинные уши ФСБ или там ГРУ и так далее. Я за Кавказский дом, о котором говорил Звиат Гамсахурди и Джахар Дудаев. Вот я за этот Кавказский дом полностью поддерживаю. Так я считаю, что мы все кавказцы, и в том числе наши кавказские евреи, мы кавказская нация с особым культурным кодом, с особым менталитетом, с особыми даже внешними чертами и особым складом ума и характера. И мы намного единей, чем Евросоюз. Вот без преувеличения. Хотя у нас разные религии есть, разные национальности. Вот таков вот уникальный состав всего Кавказа. И
Я целиком и полностью поддерживаю идею профессора Абдурахмана Автарханова о кавказской нации, единой кавказской нации. Но это должны делать все. Это не должны делать черкесы там, за чеченцев, чеченцы там, за дагестанцев, дагестанцы там, за других. Каждый должен хотеть этого. Если народы этого не хотят, как говорится, насильно мил не будешь. Мы не можем заставить их это делать. А так, объединение, идея, в принципе, меня устраивает. Главное, чтобы она была правильно исполнена. Израиль признает Ичкерию свободной еще с далекой Первой Чеченской войны. Елен, пожалуйста, не называйте ее чеченской, это русско-чеченская. Чеченская — это имперский нарратив о том, что это гражданская война. Типа была между чеченцами война, и русские туда пришли нас разнимать. Что, как вы понимаете, не соответствует действительности. Большому сожалению, Елена, я позавчера разговаривал в прямом эфире с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума чеченского правительства, где он сказал, что было голосование в Кнессете тогда, во время Первой русско-чеченской войны, и с перевесом в 1 голос нас не поддержали. Почти 50 на 50 с перевесом в 1 голос было, и тогда нас не поддержали, к большому сожалению. И я очень надеюсь, что сейчас эта ситуация, наш президиум, единственная легитимная власть чеченского народа, которая с первых дней стоит на отстаивании интересов нашего государства, вот если их признают, вот наш президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Аяда Идигова, вдовы Джахара Дудаева, Аллы Дудаевой, и Аяда Идигова, соратника, сподвижника, ближайшего сподвижника Джахара Дудаева, было бы очень хорошо и правильно. И для меня было бы это огромным... это не то, что для меня это было. Мы сломали бы хребет всем просто, всем антисемитам, всем тем, кто рассказывает, что мы являемся друг другу врагами. На каком основании? Что мы воевали друг с другом? Мы когда-то друг друга притесняли. Мы жили, евреи жили на Кавказе, в нашей стране жили. Никогда никаких вопросов не возникало, никаких конфликтов, ничего этого не было. Вот такая вот ситуация. И будет хорошо, если вы тоже поддержите лайком, комментарием, где-то перепостите наше видео, зайдете там, пообщаетесь, зададите вопросы Аяду Идигову, обратитесь к своему правительству, своим представителям власти. Это было бы колоссально. Всегда все начинается с малого. Давайте начнем. Я вот запустил эту программу, я не меняю своих мнений, не меняю своих позиций, если нет каких-нибудь весомых аргументов для этого. Я буду поддерживать Израиль, буду поддерживать евреев в его справедливой борьбе. И были бы очень признательны, если бы поддержали и нас. Было бы очень хорошо. Ну, давайте дальше. Израиль 3 войны без помощи США победил. 48-49, 56-67. Так, спасибо за информацию. Кто вас признает, кто захочет ругаться с Россией? Да, Иван Иванович, полностью согласен. Именно и поэтому нас и оставляли на съедение этой фашистской России. Но сейчас, как мы понимаем, уже ругаться... Кто мог представить, что Украина может поддержать и признать Чеченскую республику Ичкерия оккупированной, и что над чеченцами совершен геноцид? Кто мог представить? Украина была ближайшим союзником. Конечно, далеко не все, как мы видим, были здоровые силы в Украине, помогали и с лечением, всякое было в Украине, но Украина поддерживала Россию, СБУ был фактически филиалом ФСБ, и, может быть, даже в какой-то степени сейчас остается, но сейчас, я думаю, этот аргумент, что никто не хочет ругаться с Россией, он уже, как минимум, несостоятельный. Потом посмотрим. Все в руках
людей доброй воли. Пусть люди сами решат. А, Зоя Изагуева. Ты самый настоящий адекватный чеченец с собственным мнением. 100%. Зой, да, я такой, с собственным мнением. 100% правы, говорит Зод. Вспоминаю ту историю, когда большевики депортировали чеченцев, и Равин Грозного запретил евреям занимать чеченские дома, а русы, наоборот, бежали вперед и забирали дома и имущество себе. И не только русы, и наши соседи, я вам скажу, наши очень близкие, как казалось, соседи тоже это делали. Машовель, нац, Машовель. Все, кто поддерживает Хамас, Хизбаллу, те настоящие российские террористы. Да, абсолютно. Есть ли нефть в Чечне? Конечно, есть нефть у нас. У нас есть вообще, если давайте с этого начнем. У нас есть пресная вода. У нас есть вся таблица Менделеева в горах. Золото есть. Уран есть. Нефть самого лучшего качества вообще, без в Советском Союзе, не нынешней так называемой Российской Федерации, которая сейчас нашу нефть себе присвоила. В Советском Союзе 97% авиационного топлива или авиационного масла, по-моему, или топлива делалось из чеченской нефти, которая добывалась у нас там. Ну, как бы в этом плане у нас много что есть. Много что есть. Ну и, конечно же, наш народ потенциал имеет огромный. Очень трудолюбивый, очень способный, очень такой конкурентоспособный такой у нас народ. Чеченцы, копите силы. Абсолютно, Зод. Об этом я и говорю чеченцам. Чеченцам сейчас нужно набираться сил, набираться ума. Ну, посмотреть. Чеченская пословица гласит, смел или онах, ну, аналог возьмем, я рыцарь называл, аналог очень похож на слово джентльмен. Джентльмен не тот, кто смел, дерзок, там, отважен, а тот, кто знает, кто его враг. Чеченская пословица. Поэтому чеченцам важно сейчас всю вот эту пропаганду, которая на нас набрасывается, потихонечку от нее избавляться. Да, некоторые вещи шокируют. Это, знаете, когда в Сирии началось вот это движение, война началась, и чеченцы, усиленная такая пропаганда велась, что чеченцы должны поехать помогать, что там создаются отряды для того, чтобы вооружить их. У нас война закончилась, потому что не было ни финансов, ни поддержки, никакой просто помощи не было. И в Сирии такой слух прошелся, что в Сирии можно будет набрать, потому что в Сирии много оружия, у Асада захватывается и советского образца. И это оружие потом, создав отряды, мы здесь соберем молодежь с Европы, там в Сирии, и потом пойдем уже освобождать Ичкерию, там, третий десяток, или Эмират Кавказ уже это тогда, благодаря, на мой взгляд, ошибочно было сделан при помощи разных спецслужб вот этот проект. И когда чеченцы начали туда собираться, приходить, и я начал задавать молодым чеченцам вопросы, говорить, ну, зачем ты туда едешь? Вот я хочу поехать, я хочу там, ну, вроде нормально, вроде понятно желание человека, Асад там творит жестокости, весь Запад тогда, Европа поддерживала эту демократическую оппозицию за Асаду, ну, вроде бы ничего такого чреватого, плачевного не должно было из этого случиться. Но все равно у меня возникал вопрос, ну как вы поедете, когда у вас в горах люди сидят без еды, без одежды, без денег, без вооружения? Как вы поедете в Сирию? Зачем вы поедете? И потом начинала появляться вот эта религиозная составляющая, она всегда присутствовала, но в этом смысле ее начали там очень сильно накручивать. И мне один молодой человек, когда я ему приводил аргументы, он говорил, это все война судного дня, это конец, вот сейчас там все начнется, придет Махди, там, короче говоря, вот
оттуда все начнется, там все, вот, несправедливость к чеченскому народу будет, короче, сброшена, наконец-то настало время, что чеченцы, ну, короче, как обычно, это пропаганда. И я ему объяснял, что, ну, смотри, у тебя дома вот пожар, ты не можешь идти там к соседу тушить его пожар, когда у тебя горит дом. Ты же должен, причем у соседа горит всего лишь сарай, как потом верно было сказано, а у тебя уже дом сгорел полностью. Куда ты пойдешь? Сарай тушить чужой, это свой дом, ты ничего не делаешь. Ну так, сяк, объясняешь. И приводишь им аргументы по поводу того, что это никакой не война судного дня, никакая там это там, ну, объясняешь им. И когда уже я их загнал, их двое было, загнал их в угол, и уже ничего не оставалось против моей аргументации. И один мне сказал, что когда выходит человек пожертвовать своей жизнью ради Всевышнего, ради справедливости, ведь Асад это было абсолютным злом, как нам Европа, все нам показывали, какие в тюрьмах, что они вытворяли, с людьми, что они творили. И уже во втором поколении или в третьем поколении он там сидел во власти, этот Асады. И тогда мне один из них сказал, что ты знаешь, когда выходит человек на джихад, мужчина выходит на священную войну, борьбу, его будет шайтан сбивать, бес его будет сбивать с пути, и в лице этого шайтана, задумайтесь, им закладывается сперва программа, что ты должен идти сражаться, и потом закладывается блокировка, чтобы никто не смог снять эту блокировку, потому что я привел все аргументы, которые можно было привести чеченцу, и у них нечего было возразить по факту. Они были моложе меня, и как бы у меня удавалось добыть аргументы, чтобы их просто обезоружить. И в таком случае им закладывается новая программа, что когда ты выходишь на джихад, на священную войну, то бес пытается сбить тебя, чтобы ты не шел, ты же богоугодное дело идешь делать, и тебя он пытается отговорить. И это может быть мама. Представьте себе, представьте себе, какая аргументация. Мама, которая говорит там, не иди, сын, она плачет, там, убивается, когда уходит сын. И он, короче, это бес. Представьте, твоя родная мама, представляется, это уже шайтан, который тебя отговаривает совершать глупость какую-нибудь. Ребенок это может быть, который схватится за ногу папы и скажет: папа, не иди там туда-сюда, и твоя мужская скупая слеза сползет с твоей щеки, а ты должен его откинуть и сказать: а ну пошел отсюда, шайтан, короче. И мне вот такой вот аргумент привел. Я, конечно же, не хотел, чтобы меня сравнивали с шайтаном. Я сказал: ну ладно тогда, ну идите тогда, что я вам могу сказать. Ну, обошлось, не поехали, эти, по крайней мере, двое не поехали, но сам факт очень такой был примечательный, как мои знания, мое желание помочь людям, не идти неизвестность, не совершать страшной ошибки под давлением пропаганды, и аргументированно, как чеченец чеченцу. А мы, чеченцы, доверяем только чеченцам. Так, в силу сложившихся обстоятельств, другой нас практически не убедит. Мы даже, может, будем махать головой, но не согласимся, ну, как бы даже согласимся внешне, но потом скажем: не будем мы ему верить, потому что он не чеченец. И наш враг это тоже знает и использует, кстати говоря, вот этот чеченский момент тоже, чтобы нас задействовать. И пропагандисты, вот эти проповедники, которые являются самыми большими террористами, на мой взгляд, и самыми большими врагами чеченского народа, ну, после Русской империи, наверное. Ну, в принципе, это одно и то же они делают. Вот таким вот образом закладывается программа, и приходится очень много прикладывать усилий, чтобы донести до людей. И когда ты в первый раз что-то говоришь, это вызывает оторопь, потому что, ну, тебе же это как бы заложено на подсознание.
как будто это, ну, чисто, как будто это лично Господь Бог тебе спустился и в ухо тебе нашептал. И вот так эта программа закладывается тебе. И ты считаешь, что если ты отходишь от этой программы, я просто знаю, что это такое, имел общение и подвергался этой пропаганде, то в этот момент, когда тебе это все это нашептывается, уже закладывается, ты считаешь, что это твои мысли. Очень хорошо это сказано вот в этом фильме «Воздействие». Показано именно и про мусульман там говорится, про вот этот школьный шутинг, когда дети начинают убивать своих одноклассников, своих одношкольников, расстреливать свою школу. А, Вот, вот это очень важно донести и попробовать сорвать вот эту защиту, которая вместе с зомбированием закладывается, и защита, которую ее нельзя было, чтобы снять. И это люди, которые мне доверяли. И благодаря этому просто, наверное, получилось так, что они все-таки не сделали этот шаг. Хотя, может быть, если бы я был бы не настолько им знаком, им не настолько они мне доверяли бы, они бы, ну, сказали бы, ну, это чистая монета, там, то, что нам сказали, мы должны идти, делать там и так далее, и так далее. Поэтому, может, сейчас я то, что говорю, будет казаться кому-то очень, да, есть реакции, некоторые там меня пытаются оскорбить, там, что-то там, 3/10, ну, или психически нездоровые есть, но это небольшой процент. По большей части чеченцы абсолютно адекватные люди, с отличным критическим мышлением. Просто мы постгеноцидный народ. Нас оставили один на один с людоедом. И вы даже не представляете, в какой каше, в какой крови, в каком ужасе мы варились и варимся до сих пор. Наш народ в заложниках находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, каких тяжелейших условиях пребывает. И смешно и противно наблюдать, когда разные там украинские экзотические пропагандисты пленных там сидят и из ним, ну там разговаривают, он по-русски даже, там не было образования, школьного образования, там забивалось, ну все просто информационно твои мозги пропагандой забивались, что все враги, все хотят нас там поработить, всех сделать там ЛГБТшниками, там все помогали убивать чеченцев, что евреи, ну, там, банкиры, богатые, пропагандисты на российском телевидении, что это они делают, а русские сами инструмент в руках. Это все долго, усиленно забивалось, вот эта пропаганда. Американцы являются там самым большим злом на земле, что вот Америка там сякая, такая и так далее, и так далее. Ну, а, будем бороться и доводить до людей информацию. И я думаю, все будет отлично. Так, я смотрю, очень обиделись. Денис, я тебя забаню, потому что ты мне отвлекаешь весь стрим, чушь какую-то пишешь, 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 пишешь. Да, мы вместе можем освободить Кавказ, если союзники будут США, Британия, Украина, Израиль, а не исламский мир. Ну, US Republic, нету такого вот исламского мира. Есть Лига арабских государств. Вот нету, вот да, это есть такое в любой религии, и в христианстве, и в иудаизме, любой, и в исламе, любой человек, исповедующий религию, как и ты, он является твоим братом по этой религии. И как бы об этом говорил и пророк Мухаммад, мир ему, и в исламе, в Коране об этом говорится, и как бы, ну, единый организм как бы. Ну, по факту этого не существует.
Не существует. Есть лига арабских государств, либо лига там тюркских государств, еще какая-то лига. Но только прикрытие, только обман есть. Нужно вот эти вещи разобраться и не идти вот на поводу этих клише, которые нам навязываются, потому что они не соответствуют действительности. И я согласен быть союзниками США, Британии, Украины и Израиля. Обеими руками просто за. И я думаю, большинство чеченцев, как адекватные люди, абсолютно так же думают, как я. Да, некоторым сейчас может небольшому проценту показаться, что там Израиль не может быть там союзником, там, другом, там, это партнером и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что в начале, когда я начинал вот эту свою стримерскую деятельность, ну, вообще много чего не так казалось многим чеченцам. Мне сейчас чеченцы благодарят. Радикальные вчера, казалось бы, радикальные чеченцы звонят мне и говорят, да, ты намного открыл мне глаза. И будем продолжать в том же духе. Так. Давайте почитаем комментарии у нас в... А вы обратили внимание, как упали у нас просмотры в YouTube? Это, видимо, тема такая. Где ты был в 1994 году? В смысле, сын Ичкерии Али мне задает вопрос. А кто ты такой, сын Ичкерии Али, чтобы задавать мне вопрос? Ты посмотри, где ты был. Какая тебе разница, где я был? Почему не с оружием, как мы в Украине воюем за Украину? В смысле, я тебе что-то должен, Али? У тебя какие-то проблемы, я смотрю, да? Давай подведем итог. Давай ты сейчас зайдешь, покажешь свое лицо. Ты же воин, тебе бояться нечего. Давай делай запрос. И я тебе дам слово. Ты мне расскажешь, какой ты воин, где ты был в 94 году, где ты сейчас в Украине, сколько ты пленных взял русских оккупантов. Ты же воюешь. Результат должен быть, наверное, да? Обычно тот, кто не воюет, вот такие вещи обычно прими, если ты ногчи. Конечно, я тебя приму. Конечно, я жду. Жду. Этот человек говорит, только с условием, что ты лицо свое показываешь, не прячешься. Мичао, давай, где? Нету? Пока ты не прислал мне ничего. Давай, жду тебя. Сын Ичкерии Алидион. Алейк салам, дику, да, бухастам. Давай, где ты там? Салам из Израиля, салам Израиль. Давай, Али, где ты? Где ты? Я жду, не дождусь. Зрителя вижу, а где я не вижу запроса. Ну вот так. Я родом с Грозного. Знаешь, земляк, Садик из Израилев. Может быть, Игорь, вы правы. Просмотрим, потому что ФСБшники при спешке не могут писать чаты. Да, я им ограничения поставил, поэтому они не могут. Ну, пропал, короче. Али, ну, вот так всегда. Такие бойцы, воины, и потом раз, и их нету. Или же анонимно. Я лицо показывать не буду.
Нет, это я тебя не буду принимать. Я жду Али, где сын Ичкери Али, который, ну, это отвлекающие, наверное, опять это люди, которые, как обычно, лгут. Да забудьте про него. Забыл, забыл. Поехали дальше. Нету больше с нами Алида. Спасибо, спасибо, Садик. Взаимно. Так, посмотрим. Так, Абдулхалим, ты хочешь поговорить об этом, Абдулхалим? Вот ты тут что-то начинаешь говорить с открытым лицом, зайти, хочешь поговорить об этом? Ты же заступаешься, давай ты, чтобы тебя я не обвинил, что ты работаешь на российских троллей, на российские спецслужбы, ты зайдешь, покажешь свое лицо, расскажешь о том, как ты заступаешься и так далее. Давай поговорим. А то вот вы пишете, 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 а реально вас начнешь, давай поговорим тогда, я же открыт перед вами. Мое имя известно, мое лицо видно, я за свои слова отвечаю, вы же тоже должны отвечать. Сову ночи у Бусалба у Итадуицвай. Хотя астешь ой, ты же что-то позицию отстаиваешь, ну, наверное, ты должен свое лицо показать, понимаешь? Давай, я тебе даю возможность, заходи. Вот этому не дал. Давай послушаем, аргументированно, поговорим. А что так? А так я тебя могу сказать, что ты россиянин. Откуда я знаю, кто ты, если ты свою позицию не отстаиваешь как россиянин, и под никами пишешь. Ну все, короче, это тролль обычный, ничего он не собирается говорить и делать. Обычный тролль. Вот так всегда им говоришь, давайте, давайте поговорим. Ну вот, видишь, вот и все, вся ваша вещь. Поэтому я тебя забаню, потому что ты из себя ровным счетом ничего не представляешь для нашего канала. Тебе не нужно здесь быть и загрязнять сам, где проживаешь. А с какой целью интересуешься, Марио? Сам, где я проживаю. Нет, я бы хотел бы не с этим поговорить, с человеком, который там отстаивает позицию Хизбаллы, Хамас. Вот с ним я бы хотел бы поговорить. Нет, Петр Петрович, я живу не в Англии, я живу в Германии. Как-то так, друзья. Все, закончились вопросы. Можно заканчивать стрим. Как вы относитесь к Норвегии? Просто великолепно отношусь к Норвегии. Великолепно. Так, у нас тут весело. Так, не дают им спокойно жить. А то, что Брейвик. Причем здесь Брейвик? Какое отношение
один Норг имеет ко всей Норвегии. Вы же меня не за Брейвика спросили, а за Норвегию. Вам пришлось побывать у нас в Израиле? Нет, божественное, пока не пришлось. Но а, обязательно посещу. Обязательно. Меня приглашали. Ну вот, у меня друг, кстати говоря, он почетный гость Израиля. Он сам воин чеченской армии, здесь в Европе он находится, и он там лечился, ему очень помогали. И он является, я не помню сейчас точно, как его обозначает, но чеченский маджахед, ну, если грубо сказать. И он является почетным, ну, он никакой не радикал, все нормальный, обычный чеченский мусульманин. И он лечился там и является каким-то почетным гостем, что ли, какой-то он там, короче, заслуженный человек. И мы с ним собирались приехать, как-то приедем, даст Бог. Так, вы в курсе, что он сделал? Да, я в курсе, Петр Петрович, что сделал Брейвик. Приезжай к нам в Израиль в гости. Обязательно, Виталий, я приеду, обязательно приеду. Сейчас пока не могу, но обязательно приеду. А сам мой дом, твой дом, мы все такие земляки, все-таки. Спасибо большое, спасибо. Кто ты, воин, говорит мне Муси какой-то там, 3-10. Я просто король России. Можешь меня, для тебя я просто король России. Хорошо? Прилечу обязательно. Дикция немцу мат, дикция. Немцу мат, дикция бадайдич. Кстати, я хотел зачитать вот это заявление Государственного собрания Эстонской Республики от 13 февраля 1995 года. Я его вам зачитаю, друзья, потому что чтобы в видеоформате это тоже присутствовало. Хотя тема у нас, конечно, сегодня другая совсем, но пока вспомнил, нужно зачитать. Заявление Государственного собрания Эстонской Республики 13 февраля 1995 года о реализации права чеченского народа на самоопределение. Государственное собрание Эстонской Республики еще раз выражает решительный протест против продолжающегося военного вмешательства России в Чеченской Республике. Государственное собрание поддерживает позицию, выраженную в резолюции по России, принятой парламентской ассамблеей Совета Европы 2 февраля 1995 года в Страсбурге. Вместе с тем, Государственное собрание рассматривает военные действия России в Чечне как нарушение одобренного Будапештской встречи в Верхах в декабре 1994 года Кодекса поведения ОБСЕ, содержащего как военно-политические, так и касающиеся безопасности аспекты и присоединяется к позиции, выраженной в заявлении Постоянного совета ОБСЕ от 3 февраля сего года по вопросу о Чечне. Государственное собрание с сожалением отмечает неспособность международных оперативно реагировать на массовые нарушения прав человека в данном регионе. Государственное собрание обращается к Федеральному собранию соседней с нами России, чтобы оно сделало все от него зависящее, дабы прекратить начатую администрацией России войну в Чечне и способствовать скорейшему возвращению беженцев домой. В сложившейся обстановке Государственное собрание считает первостепенно важным немедленное направление международных наблюдателей в Чечню и нахождение их там до восстановления деятельности конституционных органов власти.
Государственное собрание обращается к правительству Эстонской Республики с предложением поддержать своей деятельностью стремление многострадального чеченского народа к окончательной реализации своего права на самоопределение и рекомендует правительству республики признать Чеченскую Республику Ичкерия при первой возможности, как только позволит международное положение. Заместитель председателя Государственного собрания Т. Келам, Таллин, 13 февраля 1995 года. Я полагаю, сегодня наступило то положение, которое позволяет международному праву и Эстонии признать Чеченскую Республику Ичкерия. И если меня смотрят эстонцы или кто-то, кто может передать хотя бы этот фрагмент нашего сегодняшнего стрима и наше послание, оно у меня есть в Фейсбуке, переведено на эстонский язык. Я вот напоминаю, что вот такое вот было. И сейчас очень правильное время для Эстонии признать и сломать хребет фашистской империи вот этим своим делом. Заранее благодарю вас. Заранее благодарю вас. Встретим с гармошкой, барабаном. Отлично. Наша тема. Правда, я лезгинку особо не умею. Мне рок больше нравится. Король России. Ха-ха-ха. Так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. О, смотрите, как русские фашисты возмущаются. Эстония обратился, смеются. Эстония вам помогут. Эстония вас признает. И смайлики. Но это люди, у которых у самих нет страны, не состоявшаяся фашистская русня, они пытаются смеяться над Эстонией, которая имеет древнейшую свою историю, мощное государство, которое входит в блок НАТО, и они даже пискнуть побоятся в сторону Эстонии. А нет, пишут, возмущаются, смеются даже. Какие же вы фашнявые. Какие же вы фашисты, самые настоящие. Фашнявые фашисты. Увы и ах. Как же не повезло, да. Так, друзья, я думаю, наш сегодняшний стрим можно будет закончить, так как, в принципе, я хотел сегодня его не такой большой его делать. Ну и тема наша сегодняшняя, в принципе, я высказал свое мнение и буду почаще высказывать. Напоминаю всем чеченцам и всем кавказцам, которые сейчас проживают во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, сейчас готовятся большие провокации против вас всех там. И это будет только нагнетаться, увеличиваться будет, потому что им нужно, благодаря вот этим своим там нацистам, фашистам, им нужно отвлечь внимание от поражения в Украине и чтобы народ не предъявил претензий к
власти. И они сейчас к этому готовятся. Поэтому не дайте себя никуда втянуть, не дайте себя никак использовать, пожалуйста. Постарайтесь собрать волю, терпение в кулак и не дать себя использовать. На этом я свой стрим заканчиваю. Да, Модест Циберблод. Сегодня ровно год событиям в Израиле. Да, сегодня год с начала вот этой страшной трагедии, которая произошла в Израиле. Выражаю еще раз всем соболезнования и всего самого хорошего. Ам Израиль Хай, все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Аликюэль Машоэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Завтра будет стрим у нас Аядом и Диговым. Приходите. До свидания.